В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сбер А. Акционерного общества «Сбербанк АСТ» – крупнейший национальный оператор электронных торгов в Российской Федерации. Площадка является многолетним лидером по объему проведения государственных закупок и одним из лидеров в коммерческом секторе. На электронной торговой площадке реализован самый передовой и постоянно расширяющийся функционал электронных процедур в различных сферах. Заказчики имеют возможность выстроить собственные закупочные системы на основании сервисов площадки. Магазин малых закупок «Сбер B2B» позволяет компаниям осуществлять малые закупочные процедуры по 44 и 223 федеральным законам, а также коммерческие закупки разных сфер деятельности. Гость нашей студии Николай Андреев, генеральный директор Сбер А АО «Сбербанк АСТ». Николай Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале, конечно, хотелось бы спросить, как вы видите Якутию, что вам важно знать и понимать о нашем регионе? Якутия – передовой регион. Более 100 лет уже сейчас, после празднования вашего столетия, можно сказать, регион развивался очень успешно. Организовалось великолепное сообщество малого бизнеса, есть крупный бизнес, есть субъекты 223-го закона, крупные предприятия типа «Алроса» и так далее и тому подобное. Нам важно интегрироваться в эту систему, и все передовые технологии, которые, безусловно, есть и у нас, и есть у материнской компании Сбербанка, подстроить под нужды региона. Для этого мы здесь в составе весьма представительной делегации. А в каких сферах Сбер А уже представлены в республике, оказывает услуги и сотрудничает с государственными заказчиками и компаниями? У Сбер А здесь достаточно большая доля в муниципальных закупках, это около 35%. Мы развиваем Сбер B2B систему, которую мы надеемся более активно начнем развивать после этого визита, но уже все необходимые дополнения в нашу базу данных введены. Мы хотим развить эту систему под нужды именно населения Якутии, с их ННН, с их поставщиками, с их нуждами. А какие планы у Сбер А на будущий год, в том числе и в Якутии? Мы хотим развивать направления, связанные с 44-м федеральным законом, законом о госзакупках. Учитывая то, что на Сбер А происходит примерно 10 тысяч электронных аукционов в день, Якутия весьма хорошо представлена по закупкам электронного толка. Мы надеемся, что здесь у нас эта доля будет расти. 223 закон – да, коммерческие закупки, конечно, тоже. А система Сбер B2B, которая направлена на целевое подключение к закупкам, в том числе в электронной форме, для поставщиков, малых поставщиков, заказчиков разного толка, здесь найдет своих любителей, потому что мы будем подстраиваться под нужды региона, искать необходимые товары, услуги, делать аналитику, в том числе аналитику интеллектуального поиска, искусственного интеллекта и так далее. Все новейшие технологии будут направлены, брошены на то, чтобы здесь все происходило на самом современном уровне. Николай Юрьевич, а что вы скажете о последних изменениях законодательства? Как на них отреагировали площадка и пользователи? Ну, наверное, я не буду вдаваться в глубины законотворчества, скажу лишь о том, что эти изменения были направлены на более понятные, простые принципы осуществления деятельности по 44-му закону. И мы здесь собираемся развернуть достаточно сильное направление по обучению поставщиков и заказчиков по работе на нашей площадке в свете этих изменений. То есть мы будем проводить в основном, конечно, в электронной форме различные семинары, различные очные события. Слава богу, ковид немножко в прошлом, и мы сумеем собирать здесь очную хорошую аудиторию заинтересованных слушателей. Поэтому эти все изменения в законодательстве в сочетании с выступлениями спикеров из ФАС, Минэкономразвития и так далее мы будем организовывать на территории Якутии.
А какие цифровые инструменты и сервисы особенно востребованы у пользователей? Банковские гарантии. Скромно скажу, что мы номер один по выдаче банковских гарантий в Российской Федерации. На время выдачи одной банковской гарантии требуется от момента подачи заявки 100 минут всего лишь. Это колоссально мало. Система работает с подключением искусственного интеллекта, делает кредитный скоринг и дает возможность человеку, который раньше не использовал банковскую гарантию, взять ее. Есть другие инструменты, есть такие моменты, которые мы разработали в сообществе Сбера, как сервис гарантированных расчетов, когда ни продавец, ни покупатель не рискует своими деньгами. Кроме этого, есть кредитные механизмы, которые позволяют выдать без процента до 30 дней кредит в сообществе B2B. Также существует масса других маленьких фишек, которые мы будем раскрывать по мере вхождения в регион. Я уже спрашивала вас, какие планы у вас на будущий год. Давайте вернемся к этому вопросу и немного обширнее расскажете, какие у площадки планы, что вы хотите реализовать в следующем году. Мы бы хотели, с одной стороны, пройтись по тем направлениям, где у нас есть определенный успех. Это торги по банкротству, по приватизации, различные продажи участков, продажи недвижимости. Мы достаточно хорошо преуспели в этом направлении и готовы делиться опытом и с властями, и с потребителями наших услуг с другой стороны. Также мы хотели бы развивать сообщество 223, это закупки госкорпораций. Здесь мы тоже будем проводить и обучение, и входить в торги предприятий, в продажи предприятий. 44-й закон, да, это номер один, потому что это наша профильная деятельность. Дополнительно мы развернем услуги по консалтингу, по деловому консалтингу, который весьма востребован в других регионах. Думаю, что здесь он будет востребован как предпринимателям жить с той или иной ситуацией, даже если эта ситуация конфликтная с точки зрения неправильных процедур или чего-либо похожего. Планов очень много, и мы надеемся все их воплотить. Конечно, они, безусловно, все воплотятся в жизнь. Но как вы оцениваете профессиональный уровень непосредственных участников торгов, закупщиков, поставщиков? Какие задачи ставит перед собой электронная торговая площадка в сфере развития контрактной системы в целом? Мы оцениваем регион очень подготовленный с точки зрения проводимых закупок. Здесь сейчас сосредоточено несколько электронных торговых платформ, которые конкурируют за успех у предпринимателей. Они все имеют различные интерфейсы, они все отличаются по функционалу. Мы очень доброжелательно относимся к конкуренции, которая, собственно говоря, между всеми федеральными площадками имеет место быть. Поэтому мы постараемся привнести что-то новое и лучшее, поскольку опыт конкурентов мы постоянно изучаем. Мы готовы предоставлять не только собственные услуги, но и подтягивать услуги системы Сбера. Это другие компании, которые успешно ведут бизнес на различных территориях Российской Федерации. Это факторинг, это лизинг, это то же самое кредитование малого бизнеса, это аренда, приватизация, масса сфер, где мы можем быть полезны не только как коркомпания, но и как ключ к воротам успеха для предпринимателей. А что вы можете рассказать про имущественные торги? Произошли ли там какие-то изменения? Кто может стать участником? Может быть, это стало проще? Дело в том, что имущественные торги имеют колоссальный спектр по, собственно говоря, тому, где они реализуются. Есть торги по арестованному имуществу, есть конфискат, есть торги по аренде, приватизации, есть торги по лесным массивам, есть продажа
квот по лесным угодьям. То есть там колоссальная линейка продуктов, которая у нас есть. И, наверное, важно сказать, что некоторые администрации предпочитают проводить эти торги, имея на это право законное, в бумажной форме. Мы проводим с ними работу, обучение, разъяснение. Иногда что-то новое внедрять сложно, потому что закон говорит, разрешается электронная форма проведения этих торгов. Чаще всего ретрограды используют это как слово «нет». Но мы работаем с ними, объясняем, что это просто, удобно и так далее. Николай Юрьевич, мы уже упомянули магазин малых закупок Сбер B2B. Расскажите подробнее, что это такое за сервис, как им можно воспользоваться и какие у него преимущества? Это действительно очень интересный сервис, который позволяет в различных видах закупок, от коммерческих торгов до государственных закупок, закупать на небольшие суммы. Я продемонстрирую небольшим примером. Вот вы, допустим, находитесь в администрации какого-то муниципалитета, и вам дано задание, вы закупщик, купить какой-то чайник. И вот один из вопросов, на который отвечает, собственно, деятельность B2B, заключается в том, что вы находите в поисковике не просто чайник, а вылетает у вас линейка всех чайников, которые сравниваются с тем эталонным, который вы хотите. Они сравниваются по качеству, по цене и так далее и тому подобное. Вы из них выбираете один, который вас абсолютно устраивает. Чайник — это может быть не очень удачный пример, это может быть спортивный какой-то инвентарь, это может быть стиральная машина, может быть абсолютно любой товар и даже часть сервисов. И то отличие, которое находится между этими различными товарами, начинает мигать красным светом. Вы знаете, что, например, доставка этого предмета будет осуществлена не в воскресенье с 10 до 12, как вы заказали, а в субботу. И это будет вам выделено. Поэтому вы покупаете лучший товар в сжатые сроки с минимальными потерями за меньшие деньги. Вот сейчас у нас около 100 тысяч представлено поставщиков только в этой линейке. Это количество нарастает. Поэтому здесь очень интересный маркетплейс, который, безусловно, может быть интересен и должен быть интересен. Николай Юрьевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Желаем развития вашему сервису в нашем регионе. Спасибо вам огромное. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.